Лилия Петровна, первый директор музея. Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо. Зайти от амбара, да? Да. Амбары-то, кажется, очень неплохо так стоят. Да. А вы Нюрчинская? Здесь родились? Она ученица у Прасковьи Ивановны. Она ученица у Прасковьи Ивановны и одноклассница вот как раз у Марии Дмитриевны Корочевой, Поповой. Про которую вы да, рассказывали. да. Сейчас Лилия Петровна помогу. Может, у него не приедет. Да не надо. Пока собрались. Сейчас еще подъедут. Здравствуй. Вот я была, девчонкой была здесь, потом сколько раз приезжали. О, типичный запах вот такого сельского дома. Вот это вот. Но здесь необходимо начинать справа на... Вон Леоня. Нет, по часовой, да. Вот Отсюда, да, по часовой, да. Да, по часовой здесь идет. Ну, все доски-то какие, видишь, еще вот это старый стайл. Это тес, так называемый тес, это... Здесь был рабочий кабинет Прометея и спальня одновременно. Что-то еще фронтовое? Или это уже как... Но здесь уже это было как сделано как уже как музей, когда. А вот То есть по замыслу Прасковьи Ивановны вот здесь вот это рабочий кабинет, его и спальня. Вот. Родители. Ой, у меня такая же была тут. Елизавета Александровна. Лилия Петровна, может вы что-нибудь расскажете, как экскурсовод? Ирина Александровна у меня была. Ирина, Она была экскурсии водит. А я уже Прасковья Ивановна, это сколько медалей. Какая красавица. Умная женщина была. С Удивительно. пониманием искусства, Да. человека высокого образования. здесь зал. Ну, как гостиная, наверное. Здесь, наверное, музицировали. О, какой гардероб. Это Нюрчиме делали в гардероб. Да. А вот это, которая войну-то, да, организовали? Лесоцех-то, да? Да, лесоцех. Вот здесь вся информация описана. Вот здесь необходимо, чтобы был хороший экскурсовод, грамотный такой. Это совместно, возможно, с Майей Ивановной Бурлыкиной, да. Она, Прасковья Ивановна, рассказывала, как что должно быть, Давайте помогать, рассказывала. Ну, Вот. А вы знаете, что я на этой неделе сюда приезжала? То ли в понедельник, то ли во вторник. До этого мы были. Специально приехала и все вот эти посмотрела. И потом только увидела, что сегодня праздник в селе. Я даже не зная, меня потянуло сюда. Я приезжала сюда в понедельник. По делам. Специально приезжала, дома смотрели, все. Я-то из Иба. А работаю, И ну, будто мы были получается... тоже на экскурсии. Конечно, были. Ездили, фотографировались. Ну, вот видите, вот видите. Еще ездите по экскурсиям, здорово, еще Нет, работать сейчас будете. уже нет. Здесь стулья имеют какую-то... Прасковья Ивановна и Прометей Иванович какие. Вот послушай. Удивительно. Здравствуй, Кремль, мой батюшка. В каменной Москве от Печоры Это матушки. величальная Москве. Сталину. Кланяюсь тебе. В 49-м году он написал величальную Сталину. Пока все это проходило, Сталина начали это, и получилось величальная Москве. И он кое-какие слова изменил, и, пожалуйста. А, тут в В Москве. прошлом году еще мы приходили, его в этом году я уже не была, в прошлом была. Окна мыли мы, кругом все вымыли в прошлом году. Это был 49-й год, ему всего лишь. 54-й год. Они поженились, и Ленька 54-го года. Мы же с ним в одном классе учились 6 Ну, вы лет. сегодня сказали в Да, своем да, выступлении, что да. В первой школе вы учились. Да, мы учились, я к ним в класс пришла в 5 классе, в 4-ю школу. Они все учились. А вот сейчас будет 50 лет в школе 1 сентября. И нас из 4-й школы всем классом перевели. В первую. Построили? Да, и перевели. Так вот, мы там учились потом 6-й, 7-й, 8-й. И Леня после 8 класса по естественной рекомендации отца поступил в музыкальное училище, наше Сыктывкарское, на отделение вот
композиторская. Год проучился, мы 9 класс учились. Он год проучился Не и понимаю. сказал, что это не мое. И когда мы в 10 перешли, Леня вернулся, но в 9 был. И потом на год позже нас школу Закончил. закончил. Эту же первую школу закончил. И поступил в медицинский институт. Был, я уже, Леш, видела там Они Ленину дойдут фотографию. еще до туда. Так что вот так. Потом, значит, ситуация очень интересная. Ну, с Леней мы всю жизнь, естественно, где-то пересекались, общались, хотя он как бы врачом был. Вот. Затем он уехал, он потом финансовую школу закончил какую-то. Где-то он на стажировках был. И уже, значит, вот он по другой. Он уехал на Чукотку. Абрамович работал. его пригласил. Абрамович пригласил. Они уехали с Дорой. Мгм. Дора там создала лицей. Дора была замом у Абрамовича по социальным вопросам, а Леня был главным врачом больницы. Мгм. И вот когда он приезжал, очень интересно, это были какие-то у нас встречи. Я тогда работала в университете, и он заходил, где-то мы с ним, и вот он очень интересно рассказывал про Чукотку. Конечно, тоже крайне. Ты знаешь, там говорит, вот полгорода это цивилизация, а полгорода это Джек Лондон. Все как описано, вот абсолютно. Значит, да. Потом он переехал в Москву, я знаю, и забрал туда Рому, сына. Рома поступил куда-то в Москву учиться, я туда. Но Леня опять приходит ко мне, это был, я сейчас уже не помню какой год, что Валентина Васильевна, вот мы решили все-таки, Рома будет учиться в Сыктывкаре. И мы, я хорошо помню, его перевели в Сыктывкарский университет, и вот ту кафедру, которую я заведовала, и Валентина Александровна Витязева вот на этой кафедре, Прасковья приходила, ну, мы тут всю жизнь вместе. И Рома закончил вот как раз кафедру, которую я возглавляла. И мы с Ромой встретились, мы давно с ним не виделись. Вот что-то у меня вот как-то какие-то, я хочу сказать, внутренние все время были посылы, что что-то вот с этой семьей меня всегда. И мы 1 июля встретились с Ромой на мероприятии, на совещании. Прасковья Ивановна не стала А вот 29 мая. Майя. Да. я была в отпуске. Я думаю, Она 29 мая, мы с ней пережил. Да, Слава Богу. я хочу сказать, что он называл меня своим другом, и мы с ним говорили на «ты». Это был человек удивительный, я думаю, что он такой, знаешь, это есть такая манера, вот как бы, ну, казаться. А он по сути своей был удивительно мягкий. Вот слово интеллигентный от слова интеллект происходит. Ну, что он был не глупый, то безусловно. Но то, что он был человек такого, он не хотел, вот именно природа дала ему такое состояние губчатое, что он так понимал, с кем он имеет дело, насколько якобы, не то, что давай ты мне говори, вот как позволительно можно было следить, не то, что я великий такой, и он сказал, да, вот ты великий, вот давай говори мне ты. Я хочу сказать, и я дружил с, вот видите, по голове дали, сейчас такая память плохая стала. Так я хочу сказать, что этот человек у меня всегда вызывал умиление. Я вначале говорил, что вот Прометей Иванович, вот почему звали Примитив, он ну, говорит такие, что потом я понял, что это очень обидное такое, ну, определение. Да, ну это, понимаете, это говорил один композитор великий, его звали Масленица. Вот. И я хочу сказать, что подует свою дудку, там и там что-то. А понимаете, вот это был его мир. Мир, в котором он, и хочу сказать, что мир не добычи, он был не добытчик, он не так писал много произведений, как вот, допустим, Перепелица, зарабатывал эти оперы, все. Он именно существовал в том мире поэтическом и музыкальном, да, народном. Он на самом деле был великий терпимец. Он вот такой дядька был. Несмотря на него облик, это какой-то мягкость. Он был очень приличный человек. Петровна, можно я сяду на 5 секунд? Они когда Это приехали вот сюда, прям он желание угрюмый. появилось посидеть на этом Он стуле. же угрюмый был. А когда они сюда приехали? Я тоже посижу. После войны, 49 году. приехали.
Так подожди, Она она он сказала- не родился внучими. Кто? Такая Прометей? красивая, все на удивлялись. фотографии. Она такая Нет, наверное, красивая, он а он сюда такой приехал. страшный, Он же сюда некрасивый, нос большой. Он приезжал Длинный сюда. даже. Нет. Он же не здесь родился, или Угрюмый. здесь. очень Вот добрый. намек По внешности нельзя судить, да. Либо в Помоздино, там по Помоздинам. Ну, нет, здесь Анисимовы были. Мы дома посмотрим. Да. Она мало, она год с ним всего живет. Нет, ну судя по дому, по доскам, по сношенным доскам, это вот это называется тес. Эти доски не вышли из килограмм. Это все делалось топором, делалось специально Да, с даже вот острейшим. это же топором уже сделан шкаф. Нет, ну нет, все делалось, я хочу сказать, все, это очень старый дом. То есть, вот судя по этому... 100 лет ему где-то. Где-то 100 лет ему. 901 года. Вот видите как, больше 100 лет. Я вижу, что Уже 110. это называется тес. Вот это вот то, что мы Да, да, видим. да. Тес. Это Да, плашка, да, тес называется. Дом-то очень жалко. жалко, конечно. Вот музей бы его Вот так вот, отдали бы. Костя, видишь, как мы с Прометеем. Отдали бы, пускай бы государство пользовалось. Мебель, она привезенная с Санкт-Петербурга до революции еще. Это получается, что дом построен до революции, и мебель привезена до революции с Питера, А да. стул, я скажу, называется венский. Да, да, правильно, правильно, да. Венские, да. Венский, да. Ну, наверное, такая технология была, или они действительно из Вены? Нет, это стиль такой был, это стиль, это понимала форму и так далее. Вот Это- они какие крепкие еще. Взаимноемность. Пойду я научусь этому. А, Если если мы баяны С Еворской стая Да, Баянас. да. Это его баян. Гудок тая. Будек, да? Будек. Будек, А Ворса. ты Танолан, да? А? Танолан? А не уже. Ну, это... Не учимся, А, не учимся? учимся. Учимся, да. Да. Первый директор, вот, говорит. Вот он сам Прометей, это Эдик, Эдуард, брат. Я тоже на такой курарке вырос. За самовар она так беспокоилась. Да, да, да. Утащили самовар, туда ходили, еле-еле отдали. Так, лечиться всеми возможными Лечимся, силами. да, все девушки Вы нам знают. еще очень нужны. Ну и так я... Столько... Зрителям я имею в виду. Так, ну здесь в итоге Лилия Петровна. Лилия Петровна. Лилия Петровна. Прасковья Ивановна вас назначала первым директором. Вы были у нее ученицей. Так, музей вы сохранили благодаря своему энтузиазму. Сердечное спасибо. От всех, наверное, нас Я тоже. думаю, что мы не только от себя лично, как можно сказать, от подружки в детстве Леонида и друга хорошего в течение всей жизни, а сегодня мы с Татьяной Алексеевной можем вам сказать большое спасибо от Государственного совета Республики Коми. Тем более, что я как раз курирую всю социальную сферу, в которую входит и культура, музеи. Я очень надеюсь, что сегодня эта встреча неспроста здесь произошла, и мы с вами обязательно эту тропу народную к дому Прометея Ивановича Чистолюба, Пробьете. она уже пробита. Она пробита. Вы да, видите, что да, да. она, не надо. Мы должны Небольшие заботиться усилия. о том, Мгм. чтобы здесь постоянно были люди, вот на таких Оказать людях, как содействие. Прометей Ионыч, мы будем патриотизм воспитывать к своей республике. Вот через таких людей. Нам надо этих людей действительно выше поднимать на щит. Спасибо вам большое. Спасибо Когда мы большое. зашли в этот дом, все было ободрано, конечно, вообще страшно было смотреть. И когда мы обоились, я плакала. Я не думала, что у своей первой учительницы буду обоиться. Вы знаете, мне было так больно, Конечно. что все оставили, никого нету тут. И тут меня еще пригласили работать. И вы сделали 4 благое года дело. работала. Это какие Все годы свое были? приносили, рябину сдавали на обои и на все, и на посуду, и на все. Рябину сдавали, Какой ягоды год был? собирали. Какой год это был? Ой, не помню, уже ничего не помню. Ну, забыла. вот это 10, вспомнил. 20. Нет, О, где-то конечно, 7-10 лет. 2007 Это, год. да, 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 вот. да, Ну, да. Это сейчас. 2007 Это, да. Нет, ну, Вот совсем недавно. да, ну когда Прасковья Ивановна захотела, чтобы музей здесь был. А ведь с энтузиазмом начинали. Елизавета Александровна первая учительница моя была.
Она первая учительница у меня была. Она является одноклассницей моей классной руководительницы. Вот. Вот видите. Здесь вот в это этом... мой одноклассник. Да. Вот видите, Так, Вот. зовет муж. все, да, да. Спасибо.